Внешнеполитические вызовы, возникшие перед Россией в течение последних 3 лет, серьезно дестабилизировали экономическую ситуацию в стране. Последствия финансового кризиса явственно ощущаются на всех уровнях законодательной власти. Рассматриваются различные меры, призванные стабилизировать финансовые показатели. СИБА и подобные вопросы решаются в рамках заседания антикризисной комиссии. Мероприятие, состоявшееся сегодня в Малом зале администрации, носило итоговый характер и заняло несколько месяцев интенсивной подготовки. Представить отчет о достигнутых экономических показателях в рамках круглого стола были приглашены руководители, главные бухгалтеры и инженеры всех крупных предприятий. Согласно данным, показатели удается сдержать на уровне среднереспубликанских. Все, наверное, телезрители прекрасно понимают, что ситуация у нас в стране, в республике, она сейчас достаточно нестабильная в экономическом отношении, конъюнктура рынка, она тоже нестабильна. И, конечно, в таких условиях руководителям предприятий сложно, конечно, находить правильные решения. Во-первых, кризис неплатежей, он до сих пор присутствует, это есть. И вот эти все риски ложатся, конечно же, на руководителя. Особое значение, как отмечают члены комиссии, носит формат прошедшего заседания. Руководители, собравшиеся за круглым столом, не только получают поддержку в вопросе преодоления экономических трудностей своего предприятия, но также перенимают опыт организации подобной работы от коллег. Представленные сведения таким образом позволяют судить об экономической ситуации, складывающейся в целом по муниципалитету. Здесь мы комиссионно принимаем решения по возможности, по полномочиям комиссии, для того, чтобы минимизировать эти риски и чтобы предприятия у нас по итогам года оказались с достаточно хорошими прибыльными показателями, потому что в любом случае это на следующий год позволит, во-первых, увеличить оплату труда, это в любом случае даст положительный старт для самих работников. На заседании обсуждались вопросы эффективности деятельности каждого предприятия в отдельности. Итогом собрания стало принятие соответствующих мер, направленных на ликвидацию негативных последствий тяжелой финансовой обстановки. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.